Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина представляет большой бенефис читателей библиотеки «От сердца к сердцу». Закиевич – композитор, аранжировщик, автор текстов песен, лауреат международной премии «Алтын Барс», лауреат многочисленных конкурсов и талантливый исполнитель. С 3-летнего возраста научился играть на гармошке, был участником всех сельских, клубных и школьных концертов, окончил музыкальную школу имени Сабитова по классу педагогов Низамеддинова и Тагирова при Уфимской школе-интернат номер 28, в которой учился. В 1993 году окончил Башкирский республиканский техникум культуры в Стерлитамаке. Позже работал художественным руководителем клуба Стерлитамакского УПП ВОЗ. С 2001 года он работал аранжировщиком студии при Башгосфилармонии и театре оперы балета по приглашению своего педагога, композитора Салавата Низамеддинова, придя при этом в замечательную школу композиторского мастерства. Ленар Бекмурзин создал на стихи поэтов и на свои тексты более 400 песен. Их исполняют артисты Татарстана и Башкортостана. Он руководит 2 коллективами Республиканского центра народного творчества «Умырзая» и «Голоса друзей». Yuqqağına gizmedim Yollar uzub iller gezip Min bitsini özledim Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu özlegen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Sen ikensen, sen ikensen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Yollar uzadım, iller gezdim Kaydağına yürümedim Seni izlep yıldızlarga Aygağına minmedim Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu izlegen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu izlegen Bu dünyanın güzelliğin Yollar uzdım, iller gezdim Nindiginde iller yok Uz ilimde taptım seni Sen bağrıma dinler yok Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu izlegen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu izlegen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Sen ikensen, sen ikensen Ömrüm boyu izlegen Bu dünyanın güzelliğin Gördüm senin gözlerden Bu dünyanın güzelliğin
народный вокальный ансамбль «Умырзая» Дома культуры Республиканского центра народного творчества, лауреат и дипломант республиканских и региональных конкурсов и фестивалей. В репертуаре ансамбля татарские и башкирские эстрадные песни, народные песни современной аранжировки, произведения акапелла, произведения профессиональных композиторов Башкортостана и Татарстана. Вокальная группа «Голоса друзей» создана в 2018 году. Староста группы Рамзия Тарасова. Состав: Марина Иванова, Рамзия Тарасова, Чулпан Ракаева, Рида Шаймухаметова, Гульфина Харидинова, Надежда Пушкарева. Репертуар песен очень разнообразный. Есть и грузинские песни, итальянские, русские, французские. Также исполняются патриотические, лирические и военные песни.
A volte sai non so perché mi trovo pieno, cosa sarà questa paura di perderti, che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei, cosa sei, cosa sei, cosa sei, sei qualcosa di più senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì, non distante e adesso così? Cosa sei, non lo sai neanche tu, cosa sei? Иванова Марина Махмутовна родилась в солнечном Ташкенте, но выросла в столице Башкортостана и считает его родным городом. Училась в Табынске Гафурийского района в специализированной школе-интернат, а после окончания 9 класса уехала в Верхнепышминскую школу-интернат Свердловской области. Там она занималась в школьном театре, неоднократно выступала на городских конкурсах поэтического мастерства. После окончания школы вернулась в Уфу и поступила в Башкирский государственный университет на филологический факультет. В 1988 году вступила в члены Всероссийского общества слепых. Талант и творческая одаренность проявляются разнообразно. Она занимается в студии академического пения, в студии бальных танцев «Аллегро», в студии народных танцев «Движение души». Не раз принимала участие и становилась лауреатом Всероссийского конкурса чтецов «Живое слово». Также она является художественным руководителем театра книги «Балаганчик». Эдуард Асадов. Дорожить счастьем. Дорожите счастьем, дорожите. Замечайте, радуйтесь, берите. Радуги, рассветы, звезды глаз. Это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово «радуйтесь», не требуйте второго, не гоните время, ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Сколько песни суждено продлиться, все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, на круче вяз. Разве будет это 1000 раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи.
Лупит гром из-под небесной пушки, дождик, дождь, на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не возвратить. Хворь и ссоры временно отставьте, вы их все для старости оставьте. Постарайтесь, чтобы хоть сейчас эта прелесть миновала вас. Пусть бормочут скептики до смерти, вы им, желчным скептикам, не верьте. Радости ни дома, ни в пути, злым глазам хоть лоб не найти. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите! Карачурин Руслан Рашитович родился в 1975 году в поселке городского типа Чешмы. Музыкант, композитор, аранжировщик. Учился в 28-й школе-интернат. С 1996 по 2000 учился в училище искусств. Музыкой начал заниматься с 1 класса. Участвовал в школьных концертах, пел в школьном хоре. Начал писать стихи в 5 классе, писать музыку в студенческие годы. С 1998 года начал работать в Доме культуры ВОС, руководителем вокально-эстрадной студии, а также руководитель женского вокального ансамбля «Умрзая», лауреат и дипломант всероссийских и республиканских конкурсов. Женат, сын 16 лет.
Анатольевна долгие годы жила и училась в Красноусольске Гафурийского района Республики Башкортостан. Затем училась в городе Стерлитамак, где получила профессию повара. Когда получила вторую группу инвалидности по потере зрения, пошла работать на предприятие в городе Стерлитамак. Через 2 года переехала в Уфу и работала на предприятии УПП ВОЗ. Наталья и во время работы любила творчество и успевала заниматься бальными танцами. А после закрытия предприятия решила заняться творчеством активнее. Занималась в академической студии по вокалу несколько лет. В настоящее время она является лауреатом многих республиканских всероссийских конкурсов. Любит читать стихи и петь. За синими туманами, где плещется река, где сосны серебристые качают облака. За синими туманами, загадочными странными, за синими туманами скучаю я слегка. За синими туманами в неведомом краю я часто песни мамины сама себе пою. За синими туманами, загадочными странными, я в незнакомой девочке себя вдруг узнаю. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. За синими туманами живут мои мечты, там мысли и желания понятны и чисты. За синими туманами, загадочными странными, за синими туманами остались я и ты. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. Там, где туман, там, где река и облака. Хусаинова Рима Хашгалиевна родилась 18 августа 1951 года в Давлекановском районе в многодетной семье. Училась в школе-интернат номер 28. После окончания сначала работала на предприятии, затем поступила в медколледж на специальность массажист. На данный момент работает в 38-й поликлинике массажистом. Участвует в спортивных мероприятиях и самодеятельности, имеет много наград. Медаль за доблестный труд, от Министерства здравоохранения диплом. Любит читать, учить стихи и рассказывать. Вырастила 2 детей. Суд памяти Егор Исаев. Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да, вы скажете, наверное. Они кричат, пока еще стучат сердца живых и осязает мир. Они кричат не где-нибудь, а в нас. За нас они кричат особенно ночами, когда стоит бессонница у глаз, и прошлое толпится за плечами. Они кричат, когда покой, когда приходит в город ветры полевые, и со звездой говорит звезда, и памятники дышат, как живые. Они кричат, и будет нас живых, невидимыми, чуткими руками. Они хотят, чтобы памятником им была земля с 5 материками, великая. Она летит во мгле ракеты скоростью до уменьшения, живая вся, и ходит по земле босая память, маленькая женщина. Она идет, переступая рвы, ей не нужны ни визы, ни прописки. В глазах то одиночество вдовы, то глубина печали материнской. Ее шаги не слышны и легки, как ветерки на травах полусонных. На голове меняются платки, знамена стран войною потрясенных. То флаг французский, то британский флаг, то польский флаг, то чешский, то норвежский. Но дольше всех не гаснет на плечах багровый флаг страны моей российской. Светлана Мусина, солистка студии академического пения «Гармония», Дома культуры Республиканского центра народного творчества. Светлана очень талантлива. Она автор и исполнитель песен, ученица башкирского композитора Низамеддинова Салавата Ахмадеевича. Сейчас она сама обучает детей в музыке в детской музыкальной школе номер 1 имени Сабитова. Ее выпускники стали студентами Уфимского училища искусств. В 2015 году в Республиканской библиотеке для слепых был выпущен альбом «Мгновение счастья» с ее композициями. А за год до этого с участием Светланы состоялся творческий вечер «Мелодии души».
Богданов Ильдус Абдулович родился 9 апреля 1947 года в городе Уфе. Учился в школах номер 5 и номер 7. Закончил авиационный техникум, работал на агрегатном заводе, затем на заводе гидравлика. Долгое время проработал на севере. До 1968 года играл в оркестре на контрабасе. Имеет много различных наград за художественную самодеятельность. Ослеп в 2001 году. Женат. Есть дочь. Şovlu urman, şiler İskender. Şovlu urman, şiler İskender. Sağları əlimdən yamak bilgen ölmekler. Ələ şunu giye üskəngər. Sağları əlimdən yamak bilgen ölmekler. Ələ şunu giye üskəngər. Şovlu urman, şiler İskender. Soğundurra bolaş yoğan üsker pişkender. Soğundurra əlimin tirədişli qalışalar. Əli şunu giye üskəngər. Soğundurra ənkəyimdən tirədişli qalışalar. Əli şunu giye üskəngər. Şovlu urman, şiler İskender. Soğundurra tuğan yoklar iske düşkəngər. Soğundurra oğlanın şıkkır şıkkır uğramınar. Əli şunu doyup üskəngər. Soğundurra oğlanın şıkkır şıkkır uğramınar. Əli şunu doyup üskəngər. Şovlu urman, şiler İskender. Soğundurra bolaş yoğan üsker düşkəngər. Soğundurra ənkəyimdən qəşkər düşkən ufalası. Əli şunu tortup üskəngər. Soğundurra ənkəyimdən qəşkər düşkən ufalası. Əli şunu tortup üskəngər. Əli şunu tortup üskəngər. Əli şunu doyup üskəngər. Киселева Надежда Николаевна – читательница библиотеки с 40-летним стажем, участница, инициатор многих проводимых в библиотеке мероприятий. За достигнутые успехи в труде и активное участие в общественной жизни предприятия награждена несколькими почетными грамотами: медалью за заслуги перед ВОС второй степени и медалью ветеран труда. В 2000 году Надежде Николаевне присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». В настоящее время Надежда Киселева продолжает вести просветительскую работу среди инвалидов по зрению и жителей микрорайона. Нина Зимина, мой август звездами пропах.
Как пахнет яблоками осень в чужих заброшенных садах, где отжужжали даже осы. Полынно-пряною струей пронизан весь земной покой. Мой август звездами пропах, а на душе то лад, то смута. Я все еще в земных садах ищу блаженства и уюта. А надо только слово к Богу, чтоб подойти к Его порогу. Мой август звездами пропах, а на успенье пахнет мятой. Подсолнух к небу на плечах земную поднимает святость. И солнце, боголепный лик, как будто бы к земле приник. Сулейманова Зарема Ахатовна родилась 12 мая 1987 года в городе Уфе. Училась в коррекционной школе-интернат номер 28, которую закончила в 2006 году. С 2008 по 2014 годы училась на факультете русской филологии Башкирского государственного университета. С 10 лет пела в школьном хоре, была участницей детского, а затем юношеского вокального ансамбля. С 2008 года занимается академическим и эстрадным вокалом в Республиканском центре народного творчества. Также является участницей театральных коллективов Народный театр Куналь-Кузе, Республиканский центр народного творчества и театра книги «Балаганчик» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Работает корректором в тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Замужем. 2 детей. Бугров Олег Львович родился 9 октября 1960 года в Горьком, ныне Нижний Новгород. Учился в Горьковской школе-интернат для слепых. В 1984 году переехал в Уфу. Учился в БГПУ на историческом факультете. После работал в ООО «Электролуч». 7 лет занимался бальными танцами, художественной самодеятельностью.
читает стихи и прозу, имеет награды и почетные грамоты. С 1984 года состоит читателем библиотеки. Бернс. Ночлег в пути. Меня в горах застигла тьма, январский ветер, колкий снег. Закрылись наглухо дома, и я не мог найти ночлег. По счастью, девушка одна со мной встретилась в пути, и предложила мне она в ее огромный дом войти. Я низко поклонился ей, той, что спасла меня в метель. Учтиво поклонился ей и попросил послать в постель. Она тончайшим полотном застлала скромную кровать и, угостив меня вином, мне пожелала крепко спать. Расстаться с ней мне было жаль, и чтобы ей не дать уйти, спросил я девушку, нельзя ли еще подушку принести? Она подушку принесла под изголовье мое, и так мила она была, что крепко обнял я ее. В ее щеках зарделась кровь, два ярких вспыхнули огня. Коль есть у вас ко мне любовь, оставьте девушкой меня. Был мягок шелк ее волос и заливался точно хмель. Она была душистей роз, та, что постлала мне постель. А грудь ее была кругла, казалось, ранняя зима своим дыханием умела два этих маленьких холма. Я целовал ее в уста, ту, что постлала мне постель, и вся она была чиста, как эта горная метель. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз, и между мною и стеной она уснула в поздний час. Проснувшись в первом свете дня, в подругу я влюбился вновь. «Ах, погубили меня», — сказала мне моя любовь. Целуя веки влажных глаз и локон вьющийся, как хмель, сказал я, много, много раз ты будешь мне стелить постель. Потом иглу взяла она и села шить рубашку мне. Январским утром у окна она рубашку сшила мне. Мелькают дни, идут года, цветы цветут, метет метель. Но не забуду никогда той, что постлала мне постель. Нуреева Лейсан Марселовна родилась 5 октября 1993 года в деревне Абзаево Кигинского района. Училась в школе-интернат номер 28, закончила училище искусств. На данный момент студентка 2 университетов Уфы: Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы и Института искусств имени Загира Исмагилова. Ведет активный образ жизни, любит путешествовать, лауреат многочисленных конкурсов. Гомер көндәре биҙәлһен, ҡабатланмаҫ йәм
бәхетле яҙмыштың хужалары булырға. Шатлык килтерһен, умер үтмәһен бушка. Яшәй белеп яшәгәндә, матур булыр тормышта. Булмас умер агыштарын кире якка борырга. Яҙһын бәхетле яҙмыштың хужалары булырга. Булмас умер агыштарын кире якка борырга. Яҙһын бәхетле яҙмыштың хужалары булырга. Яҙһын бәхетле яҙмыштың хужалары булырга. Чурагулова Алина Руслановна, 23 года. Студентка 5-го курса факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Лауреат премии имени Ахмета Сулейманова за успехи в сфере науки, поэтесса, регулярно печатается в газетах и журналах. Замужем, есть дочь Руфина, 9 месяцев. Йоҡо белмәй иртә тороп, сыҡты юлға бер йәш ҡыҙ. Бер ҡараһаң киң далалай, күкте әйтәм, ҡарағыҙ. Серле миҙгел, ҡышҡы иртә, эй һыҙылып таң ата. Күк көмбәҙен иңләп, буйлап, уйҙарым саба атта. Шул уҡ ҡала, эйе, Өфө, шул уҡ урам һуҡмағы. Ә күгендә ниндәй тылсым, ниндәй мөғжизә тағы. Зәңгәр күктә ал төҫ менән серле юлдары яҙыла. Ҡояш сыҡҡас нуры юйҙы, үҙе яҙҙы ла. Яҙғандары шыр сер ине, күрер яҙмыштар микән? Әллә инде гонаһтарҙы шулай һыҙалар микән? Был донъяны аңламаҫһың, йәшәһәң дә бер быуат. Сөнки бөгөн күргәндәрең иртәгә ҡайтмай ҡабат.